Я стал взрослым в 1941 году. Тогда мне исполнилось 14. Так ветеран Великой Отечественной войны Алексей Коломенцев начал рассказ о себе. Алексей Федотович и начальник отдела военного комиссариата Олег Бабич посетили журналистскую гостиную, образованную в редакции газеты «Алданский рабочий». С 1941 года по 1944 ноябрь месяц работал в колхозе. Вот. Пахал, сеял, вот. Убирал хлеб, но хлеба не ел, по сути дела. С недавнего времени встречи с людьми, которым есть что рассказать, в редакции газеты проходят регулярно. Непринужденность и доброжелательность – эти принципы являются столпами гостиной. Временными рамками такие встречи не ограничены. Интересные беседы, как правило, неиссякаемы. Так получилось и в этот раз. Возвращаясь на 7 десятков лет назад, Алексей Федотович вспоминал о жестоких боях и однополчанах, рассказывал о том, как после завершения Отечественной войны он продолжил воевать в Японии. Приехал начальник политотдела дивизии, объявил, что Советский Союз объявил Японии войну. Вот. Нас сразу, значит, подняли, и мы пошли к границе. Ветеран войны сетовал на то, что юные поколения наследников Победы плохо знают историю и не стремятся ее изучать. Беседа плавно повернула в русло патриотического воспитания. Начальник отдела военного комиссариата Олег Бабич отметил, что работу по формированию активной гражданской позиции необходимо начинать с молодых ногтей. Патриотическое воспитание молодежи требует комплексного подхода. К сожалению, порой непреодолимыми становятся административные барьеры. Чиновники недооценивают важность работы с детьми и подростками. Оттого внимание данному направлению от управленческих структур уделяется недостаточно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.